Доброе утро, дорогая республика. Телеканал Якутия-24 вновь приветствует вас. И это «Утро Якутии». И встречаем его вместе с вами мы, Павел Танин и Дарья Анкехова. Да, и все именно так. На календаре у нас уже 18 января, четверг, день недели. А значит, до конца будничной части недели текущей остается совсем-совсем немножко, и это очень прекрасно. Даш, ну, прежде чем начнем эфир, вот вопрос такой, как вот сегодня выспалась, хорошо ли спала? Ну, ты знаешь, находясь в таком рабочем режиме, сон у нас такой прерывистый, я бы сказала. Но у меня вот одна проблема, если честно. У меня есть подушка большая, огромная. И подушка маленькая. И подушка маленькая. И вот, знаешь, выбрать какую-то из них зачастую не получается. Вот на которую усну, на то и усну. И я думаю, это, наверное, неправильно. Ну, кто вообще ортопедическая? Ортопедическая подушка есть это- тоже, но она вообще мне не нравится. Да? Ну, Да. придет время и понравится. Но к чему я спросила про подушки, да, потому что в интернете завершился видеоролик. Разработали подушку для людей, которые любят спать вдвоем с кем-то, да, вот мы прямо сейчас прекрасно видим. Классическая история, когда мужчина кладет свою руку, рука отсыхает, и ты с онемевшей рукой спишь всю ночь. Нарушение, естественно, кровообращения, это все очень плохие вещи. А тут все вот замечательно, руку подложил, положил, и даже одному очень приятно. То есть, спать. если вдруг ты один и отсутствует с тобой рядом твоя Всё вторая равно половинка, удобно. можно как-то поглаживать, вот хотя бы пустое Поглаживать, место, да, да? хотя бы. Если Ну- тебе грустно и одиноко, погладь подушку. И, возможно, судя по конструкции, она тоже ортопедическая. Скорее всего, ортопедическая, Да. которая запоминает твое, да, положение. Положение головы, Очень- твое очень поглаживание. Интересная вещь. Все запоминает она. Здорово. Ну, Ну, как вот бы тебе на ней приятно спать одному, и ты как бы в ответ ее поглаживаешь, тоже как бы одариваешь такой заботой. Ну, а вообще, в целом, мне кажется, на одной подушке спать мне будет неудобно, вдвоем. Ну, возможно. Ну, она же большая, специально придумали. Как бы то ни было, Но одна они голова... заявляют, что специально. Думаешь? Да. Ну, я не знаю, надо, наверное, все это дело Если попробовать. вдруг, уважаемые телезрители, у вас был опыт использования подушки такой и вдвоем, то Напишите нам. где-нибудь напишите, да, мы, ну, как бы никто не скажет мнение лучше, чем тот, кто действительно пользовался такой подушкой. Но я думаю, сейчас уже появятся различные модификации данной подушки. Может быть, с левой стороны, левша, правша же где-то. Ну, кстати, стоят. да, левша, правша. Может быть, потом для детей сверху еще отдельно придумают отсек. Ну, чтобы уже и дети вместе спали все. Да, да, кстати, почему нет? Хорошая идея. Ну, Надо взять на заметку. ну, и ты знаешь, разработать Павел, когда поднимаешь голову с подушки, первым делом, конечно, берешь гаджет, да, в руки, чтобы посмотреть, который час. Ну, а самое главное для нас, для жителей Якутии, первым делом мы смотрим, какая же погода за после окном. гаджета в окно. Да, да. Давайте посмотрим. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 47 градусов. В заречной группе 41-50 градусов ниже 0. В южных районах 28-31 со знаком минус. В Вилюйской группе 37-43 градуса мороза, в Нижнеленских до минус 44. В западных районах 33-37 со знаком минус. В Колыме-Дигирской группе Улуса до минус 55, в Янских 34-51 градуса мороза. На северо-западе температура воздуха ожидается до минус 35. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 44 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег, туман, ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 39 градусов. Ну и второе, наверное, по значимости информация, которую с утра люди привыкли получать, помимо погоды, это, конечно же, события, которые, возможно, за ночь произошли, да, события вот самые свежие. И вот прежде чем мы начнем разгонять наше утро сегодняшнее, конечно, предлагаем ознакомиться с последними событиями, о них расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Каждый, кто, рискуя жизнью, защищает нашу страну, должен быть уверен, государство позаботится о нем и его семье, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон будет распространяться на всех добровольцев СВО. При получении ранения страховая выплата из федерального бюджета составит до 313 тысяч рублей. При наступлении инвалидности до 2 миллионов рублей. В случае гибели выплата семье составит 3 миллиона рублей.
построить мост через реку. Глава Якутии Айсен Николаев заверил, что президент России Владимир Путин обязательно посетит республику. Цитата: «Мы ждали президента сразу после Нового года, но погода и требования к безопасности полетов первого лица государства внесли свои коррективы. Но, как сам Владимир Владимирович уже сказал, он обязательно прилетит к нам. Мы всегда его ждем». Конец цитаты. По словам главы Якутии, республике есть что показать президенту России. Справедливое замечание. Якутск готовится к трехмесячнику санитарной очистки. В этом году мэрия кратно увеличила финансирование управам округов и пригородных администраций на уборку и вывоз снега, откачку талых вод. В рамках трехмесячника, который начинается с 1 февраля, будет проведена работа по вывозу зимних накоплений, уборке наледей, мусора, очистке санитарных точек общественного пользования, мерзлых бытовых отходов. В данное время по всем управам Якутска идет подготовка к предстоящим работам. Ну, в настоящее время у нас ведется работа по заключению контрактов по вывозу снега, а также мы сейчас составляем план мероприятий ответственных лиц, где за какие территории, какие организации будут ответственными. А также на этой неделе у нас будет планированное совещание совместно с учреждениями, которые у нас на территории находятся. 19 января по православному календарю верующие будут отмечать один из главных православных праздников – Крещение Господне. В Крещенский сочельник и в сам праздник в храмах пройдут торжественные богослужения. По традиции в эти дни многие верующие принимают участие в обряде окунания в Крещенскую купель. С 2006 года на Зеленом лугу организовывают крещенские купания, оборудуется прорубь, устанавливаются палатки с отоплением. На территории купели расчищена парковка для автомобилей, а также будет курсировать автобус, который доставит желающих до купели. Всего на территории Якутии в 17 муниципальных образованиях будут организованы 27 мест для крещенских купаний. За безопасностью мероприятий следят сотрудники службы спасения, МЧС, полиции, скорой помощи, а также представители якутского казачества. Безопасность людей будет обеспечивать свыше 600 человек и 130 единиц техники. То есть МЧС, МВД, пожарные, спасатели, казачество, муниципальные образования и медики. Чтобы мероприятие прошло без происшествий, пожалуйста, не приходите в состояние алкогольного опьянения, детей не пускайте купаться одних и соблюдайте все требования должностных лиц. К высоким достижениям вместе с ГТО с 15 января по 31 марта в специальных центрах тестирования и образовательных организациях желающие могут проверить свою физическую подготовку, сдав нормативы в силовых и беговых испытаниях, с возможностями получить знаки отличия и попасть на Всероссийский фестиваль ГТО осенью этого года. На него тренеры и учителя физической культуры будут отбирать детей от 12 до 15 лет, показавших наиболее высокие результаты. Требования к сдаче нормативов подверглись изменениям. Например, количество возрастных категорий увеличилось с 11 ступеней до 18, охватывая теперь людей с 6 до 70 и выше лет. Да и в целом нагрузка снизилась. Теперь получить золотой знак отличия ГТО стало проще. Если ранее для выпускников школ требовалось выполнить 9 видов испытаний, 4 обязательных и 5 по выбору, то начиная с этого года у них уже будет только 6 видов. 4 обязательных и 2 по выбору. Виды испытаний уже как более послабленные, то есть смягченный вариант сделаны. Поэтому сейчас выполнить на золотой знак намного проще, чем предыдущие года. Надеемся, что все выпускники, которые у нас будут оканчивать школу в этом году, успеют выполнить испытания комплекса ГТО на золотой знак. Утро Якутии. Продолжаем сегодняшний день встречать. Выставку «Форум Россия» могут продлить на летний период. Это предложил глава государства Владимир Путин. Он уже пообещал обратиться с такой просьбой к своим коллегам. Сейчас последним днем работы выставки организаторы назвали 12 апреля. Я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Большое количество людей приезжает в Москву. Миллионы людей с удовольствием придут, сказал президент, общаясь с главами муниципалитетов. Международная выставка «Форум России» открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года уже. И за это время ее посетили уже более 4 миллионов человек. На выставке все 89 регионов нашей страны представляют свои достижения в разных сферах.
И даже вот видно, да, насколько это масштабно, насколько это красиво. И Да. вживую увидеть, мне кажется, ну, если не каждый должен, ну, хотя бы каждый второй житель нашей страны обязательно, потому что узнать вообще, кто населяет нашу страну, да, какие регионы, чем они могут гордиться. Вот Якутия, вселенная Якутия в том Лавко. числе, да, Кстати представлена. говоря, Паша, мне посчастливилось, мне удалось уже побывать на этой выставке. Конечно, это все очень восхищает, удивляет. Первым делом, конечно, ищешь Якутию родную. Сейчас на улице выставлены елочки. Ты опять же идешь, рассматриваешь елочку разных регионов, но все равно ищешь якутскую елочку. Обязательно везде делаешь фотографии. И, кстати говоря, все земляки, соответственно, вот именно возле наших стендов Ну, находятся. Это очень слушай, интересно. раз ты там была, такой как бы, да, вопрос, чтобы непредвзято, надеюсь, ты на него ответишь. Понятно, Якутию мы учитывать не будем, это наш родной регион, мы всегда, он для нас будет самый лучший. Но вот из среди остальных регионов, чья экспозиция тебе больше всего понравилась? Ну, ты знаешь, это, конечно, все зависит от того, какими культурами ты интересуешься, но Чукотский край, например. То есть тебе понравился Чукотский край? Ну, Да, вот понятно, что каждому свое понравится, да, да. просто вот мне неинтересно. То есть, Да. как минимум, дорогие телезрители, если в ближайшее время будете в Москве, вот, ну, помимо Якутии, можете еще по рекомендации Да. Дарьи посетить еще и Чукотскую автономный округ, да. Вот. Ну а сегодня, Паша, крещенский сочельник. В России крещение сопровождается рядом традиций. Одна из них, ну самая распространенная, конечно же, это купание в купели. Да, и тем временем малышка панды Дин-Дин самостоятельно приняла ванну. Вот такой переход у нас, да? На кадрах пандочка неловко опускает в воду передние лапы, а смелев залезает в импровизированную ванну целиком. Также на видео чуткая мама прерывает внеплановые процедуры проказницы, уносит ее в другой конец вольера. Вообще, первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа 2023 года. 24 сентября врачи зоопарка определили пол медвежонка, это оказалась девочка, а родители новорожденные это панда Жуи и Дин-Дин. Их привезли в Москву в 2019 году спецрейсом из Пекина. На церемонии открытия павильона «Фауна Китая» присутствовали президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. В дикоприроде панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. На территорию других государств большие панды передаются по договору аренды. Московский зоопарк Жуи и Дин-Дин были переданы в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Интересный факт, да, Паш, вот, что панд нам, по сути, дали в аренду, да? Да. Вот так заботятся в Китае о своих таких Мы с животных. кем-то обсуждали вопрос про дикую природу, что только в Китае в дикой природе они существуют, причем охраняются невероятно, и у меня было подозрение, что, может быть, панды, они настолько умные, что они давным-давно где-то свое государство организовали и просто не показываются. Возможно. Возможно, так. Но на самом деле это действительно показатель такого очень трепетного отношения к животным, которые действительно у нас становятся все меньше и меньше. И наглядный пример тому, как нужно их оберегать, это вот Китай. Отношение Китая к пандам, Да. да. Ну а прямо сейчас продолжим эфир, узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен. На календаре 18 января. Сегодня крещенский сочельник или голодный вечер. Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад, что вызреет гречка, а метель, что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето. Этот день в истории. Основан город Лима, будущая столица Перу. В Москве состоялось открытие Большого театра. Состоялась также премьера фильма «Броненосец Потемкин». 18 января также день прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. А в 2018 году в этот день состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». В этот день родились Шарль Монтескье, французский просветитель, правовед и философ; Иван Петровский, советский математик, академик; Борис Бабочкин, советский актер, режиссер, педагог, народный артист Советского Союза; Владимир Федотов, советский футболист, российский футбольный тренер. Именины сегодня у Григория, Евгении, Иосифа, Лукьяна, Матвея, Полины, Романа, Семена, Сергея и Татьяны.
Вчера у нас по техническим причинам эфира, к сожалению, не было. А между тем, вчера, 17 января, во всем мире отмечался День детских изобретений. Мы не могли пройти мимо этой темы и решили сегодня пригласить юного изобретателя Айтала Нюрбинцева, ученика 8 класса классической гимназии, и его наставника Михаила Немохова, педагога дополнительного образования во Дворце детского творчества. Мы знаем, что они изобрели, и хотели бы рассказать и вам об этом. Ну, я думаю, пора бы уже начать обсуждение. Доброе утро. Да. Ну, во-первых, изобрели небольшой квадрокоптер, мы его вы можете видеть, телезрители наши дорогие. И вот, если прям документарно, да, говорить, назначение написано: применение дрона-пастуха для эффективного устойчивого функционирования адаптивного животноводства в условиях Крайнего Севера. Вот. Ну, вообще, хотелось подробнее узнать, что значит вот эта формулировка, для чего данный агрегат, данный прибор должен использоваться. Ну, он будет использоваться для того, чтобы следить за коровами и уменьшить и увеличить их выживаемость в условиях кризиса. То есть он будет как наблюдать за ними или каким-то образом он с ними будет соединен, взаимодействовать, какие-то, может, Он у них будет чипы, за датчики? ними наблюдать. Просто наблюдать. Да. То есть по факту это привычный квадрокоптер, да? Но есть же, наверное, какие-то определенные различия. Ага, у него установлена умная камера, которая определяет объекты, которые находятся на Земле. И, соответственно, вот в таежной области там очень, когда коровы находятся в тайге, там могут хищники напасть, могут есть ядовитые ягоды, да, и за всем этим надо следить. И фермер, как раз-таки вот дедушка Айтала, вот нам предложил вот такую вот проблему решить. А уже как-то говорят, что дедушка твой фермер, может быть, уже какие-то испытания прям в боевых условиях Тестили проводили? уже, да? Таковых тестов мы проводили у нас во дворце в Контуриме. Это у нас прототип, мы его поднимали на воздух. Но в дальнейшем мы планируем еще собрать второй версию нашего дрона. И хотим уже в реальных условиях, когда Айтал уедет на каникулы, да, и попробовать уже там. То есть все равно это же такой ваш личный проект, да, и, соответственно, наверное, вы его уже где-то презентовали, да, на каких-то, возможно, конкурсах, да? Расскажите немного об этом. Мы его презентовали в городском этапе «Шага в будущее» и получили второе место и прошли уже на республиканский этап «Шаг в будущее». А республиканский когда пройдет, когда будете уже на республике его показывать? Ну вот как раз таки вот у нас «Шаг в будущее» закончилось, это было с 9 по 11 января. Вот там Айтал выступил, прошел на второй этап, там рассказал экспертам понравилось. Ну и сказали нам, призовое место не заняли, но сказали, что идея хорошая. И вот в Якутии, в условиях Крайнего Севера, вот такие вот устройства и проекты нужны. Ну, мы надеемся, конечно, что это даст свои результаты, да. Но а в целом, с точки зрения вот технической, это достаточно сложный объект или работа велась не быстро, собственно, и можно собрать такие подобные агрегаты, как ты сказал, да, для дальнейшего? Так таковой, вот этот проект, прототип, он конструкторский. Мы его еще с весны прошлого года начали реализовать, но вот прям продукт уже в этом году, в конце прошлого года собрали. Но мы в дальнейшем хотим еще уже такой же коптер собрать, но уже из подручных средств. Соответственно, у нас есть наборы специальные, да, из которых можно собрать необходимые программы. Ну вот говоря про, опять же, назначение, да, применяется, его основная цель, да, применение в сельском хозяйстве, на Крайнем Севере. Мне кажется, немаловажный вопрос и стоимости. То есть, к примеру, вот такой прототип, себестоимость его создания, сколько может стоить, то есть, насколько это может быть потенциально доступно для... Себестоимость можно варьироваться, все зависит от комплектующих, но конкретно наш где-то от 40 тысяч, наверное. Мы примерно так посчитали. На один? Да, на один вот готовый продукт.
Айтала, а ты как стал заниматься вот таким интересным делом? Это у вас в школе развито или ты ходишь вот именно во дворец детства на дополнительное образование? Я хожу именно во дворец детства, дополнительное образование. Сам пришел туда? Тебе прям хотелось вот заниматься робототехникой, да, или это как правильно называется? Наверное, робототехника. Ну, конструирование. Да. Ну, Сам пришел или родители привели? Или ты где-то услышал про это? дедушка сказал то, что ему предлагают сделать дрон, и я решился помочь. Вот. Молодец какой. То есть дедушка у тебя такой идет в ногу со временем, да? Продвинутый дедушка, да? И сказал, иди-ка собирай для меня дрон. Ну, а вообще для тебя это первое такое изобретение или что-то ты до этого, тоже какие-то проекты у тебя были? Ну, это, да, первое. То есть, ну, вообще дальнейшие планы какие-то, то есть, опять же, мы сказали про такой, ну, перевыпуск до этого дрона, опять же, может быть, усовершенствование уже готовой модели в части там программного обеспечения. Ну, И так далее. создание второго, более лучшего прототипа и усовершенствование самого проекта. Ну и он же, как он уже сказал, он летом должен это все делать, это протестить в Испытать. деревне. Да, вот это самая главная его миссия. Михаил, а ребята охотно идут вот в такое направление сегодня? У вас большие группы? Да, у нас в конторе очень развивается научно-техническое творчество. С 5 класса ребята у нас уже могут записаться, у нас абсолютно бесплатно. Вот, ну, сейчас в нашем направлении называется аэроквантум. Записано около 60 детей. Вот, ну, они могут по полгода заниматься, например, в аэроквантуме, потом могут через следующие полгода, например, записаться на робототехнику. То есть тут можно выбор, ребенок может себя как раз в этом найти. То есть, Паш, в наше детство, к сожалению, таких вот Ничего не было. не было, да, дополнительного образования такого. А у детей сегодня, у современных, есть Ну, это же такое здорово. множество, Это да, различных здорово, направлений. столько вариантов для и самореализации в том числе. Это прекрасно, что появляются такие. Но вот говоря про дворец детского творчества, да, про, собственно, доп. Образование в части робототехники, конструирования, помимо данного дрона, учащимися, еще какие-то проекты можете отметить? Интересно. Да, ну, помимо этого у нас есть направление нейроквантум. У нас ученик тоже участвовал в «Шаге в будущем», занял призовое место первое. Вот у него проект специальное устройство, которое помогает человеку работать, такие физические действия делать. У него там специальный рюкзак, который оснащен дополнительными манипуляторами, которые помогают ему, например, прибить дощечку, например, там к стене, да, там что-то закрутить, прикрутить. Что-то наподобие экзоскелета, Да, получается. вот, типа такого. Да, интересно. Тоже. То есть работа у вас ведется активная. Да. И детям интересно, ну и вы, конечно, тоже, наверное, в глубине души тот самый ребенок, которому тоже это все дело интересно. А самое главное, передавать знания детям, это, конечно, здорово. Айтал, Михаил, спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам побольше гениальных идей, их реализации. Ну и, конечно, самое главное, благодарных детей, которые, в принципе, все эти знания как губку впитывают, а затем передают уже окружающим. Спасибо вам большое. А мы продолжаем. 25 тысяч километров по России за год преодолели путешественники на ярко-зеленом москвиче-полярнике. Тревел-блогер Алексей Шурукин и арктический гид Александр Еликов заглянули и в алмазную столицу. С какими испытаниями столкнулись в дороге экстремалы и почему путешествовать на старом автомобиле интереснее, чем на иномарке, посмотрим в следующем сюжете. Советский автопром все еще может потягаться с современными машинами. Этот ярко-зеленый «Москвич» «Полярник» 81 года выпуска за год преодолел более 25 тысяч километров российских дорог и приехал сюда, в алмазную столицу, по зимнику из Усть-Кута. Такой маршрут не преодолеть без опытных водителей. На «Москвиче» в алмазную столицу приехали 4 смельчака. Среди них тревел-блогер Алексей Жирухин и арктический гид Александр Еликов. Путешествия по северу для них не в новинку, но на машине старше 30 лет экстремалы так далеко еще не забирались. Мы поняли, что нужно показывать эти путешествия, показывать, что сейчас путешествовать стало еще более доступно. И именно поэтому мы на «Москвиче» здесь, мы решили приехать сюда, в первую очередь зимой, по зимникам, показать, что она гораздо ближе, чем все думают, гораздо доступнее, чем все думают. И оставить его здесь, и потом показать летнюю Якутию.
Встретили путешественников местные любители ретро-автомобилей, владельцы советского «ЛуАЗа» и еще одного «Москвича». Мирнинские водители говорят, экстремалы вдохновляют рвануть по стране на собственном авто. Этот автомобиль принадлежит моему тестю, ему он достался от его тестя. То есть это фамильная ценность. Это, само собой, вызывает очень приятные ощущения, приятные вообще какие-то чувства. И думаю, мне было бы тоже интересно повторить подобное путешествие, то есть подготовить немного машину, и я думаю, она показала себя очень даже неплохо. А вот путешественники машину совсем не готовили и признаются, поломки случаются каждый день. Чинят «Москвич» на ходу, главное есть опыт и навык. Двигатель родной, поэтому постоянно какие-то проблемы возникают. Радиатор по дороге снимали. Путешествие на такой машине, до старой советской, очень сильно отличается от путешествия на иномарке. Да? На иномарке ты заправляешь топливо, покупаешь кофе и все, и просто быстро перемещаешься. Здесь же ты едешь, во-первых, медленно, во-вторых, на тебя постоянно обращают внимание. И постоянно происходят какие-то ситуации, поломки. Ты постоянно что-то делаешь и знакомишься с местными, с людьми. Мирнинцы показали экстремалам одну из главных достопримечательностей Мирного – памятник первооткрывателям алмазной трубки «Мир». Также гости посетят парк «Живые алмазы Якутии». Следующий пункт назначения – удачный. После команда отправится в Анабарский улус. Последить за их путешествием можно на YouTube-канале блогеров. Вадим Ахмадуллин, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Здорово, да, Павел, когда происходят вот такие эксперименты, да? Путешественники все едут и едут к нам в столицу. Ну, и на самом деле, именно выбор старого советского автомобиля, я к этому отношусь скептически. Хоть было интересно сказано, что вот в новом автомобиле заправился, кофе купил и поехал, и все, а тут как бы интересно. Тем не менее, есть немаловажный фактор и теплоизоляции некой, особенно когда едешь на север, и в старых автомобилях с теплоизоляцией бывает все не так хорошо, и поэтому ты едешь за рулем в пуховике, вот так вот, весь укутанный, это жутко неудобно, особенно если ты едешь на дальние расстояния, а при этом автомобиль у тебя достаточно медленный, тебе приходится очень долго вот в этом не очень комфортном состоянии находиться. Ну, ты знаешь, Паша, конечно, во всем есть свои нюансы, но когда ты в новостной ленте видишь подобные новости, все равно какая-то некая такая гордость за республику о том, что все-таки к нам едут, нами интересуются, ставят у нас на территории какие-то эксперименты, это не может не радовать. Ну, а следующая замечательная новость – это уже касательно нашей национальной вещательной компании «Саха». В этом году мы планируем открыть отдельный детский телеканал. И давайте сейчас вспомним, какие проекты уже имеются у телеканала НВК «Саха», которые ориентированы на юных якутян. Более подробно узнаем в следующем материале. Телеканал НВК «Саха» имеет свой богатый опыт создания видеоматериалов, различного рода передач и выпусков. И, конечно же, здесь всегда были передачи и фильмы, посвященные детской аудитории. И сегодня компания всерьез взялась за эту работу. Давайте вспомним, какие детские передачи уже были в компании и какая работа ведется сегодня. Elite Pictures Presentation. Сейчас, оглядываясь назад, мы вместе с вами можем вспомнить такие передачи, как «Карачан», «Бизончик», «Кюнчан», «Бихикчан» и другие. Наверное, многие помнят из вас такую передачу, как «Тюнюк», которая пользовалась особым успехом среди юных телезрителей. Среди передач, ориентированных на подростков, можно вспомнить такие, как «14 Клаб» с Лизой Прокопьевой, «Веселый будильник», а также «Метаморфозы» с Лариной Сукуевой. Здравствуйте. Для того, чтобы стать газовиком, нужно учесть несколько основных правил. Сейчас же телеканал еще больше расширяет свои возможности. Так, с 2022 года силами творческих работников компании начали создаваться новые детские проекты. Среди них озвучка и перевод отечественных мультфильмов. Итак, за 2022 и 2023 год мы создали 30 серий мультфильма «Току» и создали 20 серий мультфильма «Айтал Яптахкюс». Помимо этого мы занимаемся дубляжом популярных российских мультфильмов. Всего было переведено и озвучено 808 серий популярных мультфильмов «Малышарики», «Фиксики», «Тима Тома», «Турбозавры», «Три кота», «Мимимишки» и другие. Также, помимо этого, НВК «Саха» активно работает с другими компаниями, которые создают мультфильмы. И мы работаем с Multidetect, Tundra Animation, Soul Studio и так далее. Помимо этого, телекомпания начала активно продвигать свой видеоконтент, проводя различные детские и молодежные мероприятия, что позволяет завлекать еще больше зрителей в свой телеканал.
Итак, в прошлом году мы провели первый фестиваль якутской анимации «Току». И также у нас в планах 17 февраля провести презентацию нового мультфильма «Айтал Яптахкюс». Сегодня в компании созданы все условия для выпуска новых проектов и детских передач. Так, здесь вот уже который год работает студия анимации, где как раз и создаются детские анимированные мультфильмы. Детский контент мы начали создавать в 2022 году. Начали мы в мае, и результатом нашей работы является мультфильм «Току», который вышел в конце 2022 года. Мы его делали в составе 7 человек. Нас было 7, мы сидели в этой комнате, и у каждого была своя задача. Мы работаем вот в данном офисе, у нас у каждого есть свой компьютер и графический планшет. И, как я говорил, у каждого есть своя задача. Например, кто-то рисует фоны и непосредственно использует графический планшет, а кто-то делает только анимацию. Так что в скором времени детского контента на якутском телевидении будет еще больше. Они будут еще ярче, свежее и современнее. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Паша, как здорово! Совсем скоро у нас все юные телезрители будут смотреть отдельный канал. Мультики — это ж малая часть того, что будет транслироваться там, потому что действительно будут и полезные передачи, и рубрики, но я думаю, там очень много всего будет интересного, поэтому это, конечно, большое достижение для нас, для национальной компании «Саха», потому что такого еще не было. Да. Ну, а я просто добавлю, что каким бы хорошим бы ни был контент, никогда ни один мультик, ни один детский телеканал, ни один детский блог ориентированный на детей не заменит чего? Правильно, семьи, семейных вот этих ценностей, отношений, ну, вообще просто вот отношения родителей с детьми. И вот, как, кстати, у нас традиционная наша рубрика «Пусть мама придет». 15-летний Дмитрий и его 12-летняя сестра Ульяна живут в одном из центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. И мы надеемся, что кто-то из вас, возможно, наших телезрителей, откликнется и примет этих ребятишек в свою семью. Знакомьтесь, Дима и его сестра Ульяна. Обычно я увлекаюсь вообще я сильно люблю ходить, гулять с кем-то там, собак выгуливать. Занимаюсь я спортом, боксом. И в прошлом году, в этом году я занял первое место на боксе по соревнованиям. Сильно увлекаюсь техникой. Хожу в 9 класс. Учусь не сильно хорошо, но достаточно нормально. Дима, вот 9 класс будешь заканчивать, а куда планируешь поступать, уже думал? На автомеханика. Ульяне 12 лет. Она веселая, открытая и добрая девочка. Я люблю рисовать из телефона всякие прикольные штучки. И когда я скачиваю какие-то обои, сегодня я скачала обои дракона и обои крылья. Я их буду срисовывать. Это будет сложно, но нет ничего невозможного. Любит Ульяна заниматься в спортивном зале. А Дима занимается боксом. Он ходит на все тренировки и уже имеет заметные успехи, занимая первые места в своей весовой категории. Учится Дима готовить различные блюда. Вместе со сверстниками он посещает кружок, где под руководством воспитателя овладевает азами приготовления разных блюд. Ульяна усердно прилагает много сил для достижения успехов в учебе. Ульяна и Дима – доброжелательные и открытые дети, и хотелось бы, чтобы они обрели семью. Ну
что, давай, Павел, напомним о том, что у нас прямой эфир программы «Утро Якутии» ежедневно в 7:00. Мы встречаемся здесь. И, конечно, вся наша команда ежедневно работает для того, чтобы вы, дорогие телезрители, просыпались с полезной информацией, взбодрились, так сказать, и получили хорошие такие, знаешь, новости. Собственно, именно для этого мы работаем. У нас есть активный телеграм-канал, куда вы можете писать свои пожелания, приветы передавать, возможно, задавать какие-то вопросы на интересующую вас тему. Опять же, ответить о том, о чем говорили в начале программы. Спали ли вы вот на этой подушке для 2 человек? Удобна ли она или нет? Возможно, у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям. Пишите, отсканируйте вот QR-код, который вы видите прямо сейчас на экране. А далее мы обязательно вам ответим. Да. Ну, а говоря про то, что вот мы вот каждое утро просыпаемся, каждое утро здесь, да, в этой студии, у всех свои причины. Я лично этим всем занимаюсь только ради одного. Это, конечно же, ради нашей традиционной рубрики «Киноафиша», которая каждый четверг выходит. И прямо сейчас узнаем, какие же киноновинки нас уже с сегодняшнего дня ожидают в кинотеатрах. Давайте смотреть. К вашему вниманию репертуарный план кинотеатра «Центральный» с 18 по 24 января. Ленинград в блокаде. Девушки-пилоты и девушки-техники должны проявить выручку, отвагу и самопожертвование. С сегодняшнего дня на широкие экраны выходит впечатляющая отечественная военная драма, созданная Алексеем Германом-младшим и названная «Воздух». Действие разворачивается в период Второй мировой войны, когда в СССР шли жестокие бои. Немецкая армия надвигается, и авиационный полк привозят отряд молодых летчиц. Их появление вызывает недоумение у многих, но девушки день за днем доказывают свою смелость и готовность сражаться с мужчинами. Любой ценой. Почему не убил немца? Я не могу по-живому. Интересные факты из фильма. Съемки фильма начались в 2018 году с общим бюджетом в размере 450 миллионов рублей. Проект получил поддержку от Фонда кино и Министерства культуры России, что стало важным фактором. Для съемок фильма было построено 12 моделей самолетов Як-1Б, а также воссозданы полевые аэродромы, которые существовали во время войны. Это позволило создать аутентичные и детализированные сцены. Давай полетим куда-нибудь исчезнем. Одновременно с этим фильмом на прокат выходит кинокартина «Из глубины». По сюжету, после крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются. Паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер. В водяном плену опасности поджидает со всех сторон. На что придется пойти героям, чтобы выжить в жутких условиях. Внимание, идет запись. Чемпионат мира по ралли стал самым рейтинговым телеспортивным событием мира. Сегодня с нами менеджер команды Лянча Чезаре Фиорио. Ралли все равно, что битва, а я командую армией. Для любителей биографических фильмов в прокат на этой неделе выходит история знаменитого противостояния итальянской Лянчи и немецкой Ауди. Большая гонка Ауди против Лянчи. Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах. Дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки. Ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает все, проигравший моет машины. Вальтер, ты должен нагнать 10 секунд. Жми в пол, сейчас или никогда. Большая гонка. Ауди против Лянчи. Вы просто чудо, мистер Клей.
Тут все заросло сорняками, но вы возродили это место. Еще одна премьера порадует киноманов на этой неделе. Это фильм-боевик «Пчеловод». В главных ролях Джейсон Стейтам. По сюжету подруга пчеловода становится жертвой аферистов, после чего она лишает себя жизни. Тогда пчеловод решает отомстить обидчикам. Кино исключительно для любителей тех самых старомодных наивных боевиков, где герой-одиночка, как в видеоигре, идет из локации в локацию, чтобы в конце сразиться с главным боссом. Может, вышвырните его? Значит, это сделал один человек? Режиссером триллера выступил Дэвид Эйр, который известен как шоураннер «Отряда самоубийств и ярости» и автор сценария первого «Форсажа». Деньги разлетаются по всему миру. Банкирам и даже чиновникам. Ты проблема. Даже не представляешь, какая. Новогодние праздники прошли. Эта неделя как раз для семейного похода в кинотеатр. Наслаждайтесь семейными вылазками и отличными кинопремьерами. Ну что ж, Джейсон Стэтэм в очередной раз пробует себя в новой профессии. Ну а я, например... Где же он прошел курс? Где он проходит постоянно эти курсы повышения квалификации и переквалификации? Слушай, ну а я, например, для себя отметила хорошую кинопремьеру, вот про то, как самолет упал, там акулы, вот это спасение. Это все очень так захватывающе, и поэтому я думаю, в ближайшее время, по возможности, я обязательно схожу на эту кинопремьеру. Интересная концепция. Ну, а может, я и не схожу, а так посмотрю. Ну, в новых условиях мы смотрим фильмы по-новому, правильно же, да? Как бы. Ну, а, собственно, часто надо узнать, какими событиями вообще полнится мир. Новостная служба нашего телеканала готова о последних новостях рассказать. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Открытие онкоцентра, где жители смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, запланировано на конец января. Уже на следующий день после открытия некоторые отделения начнут принимать пациентов. В онкоцентре площадью 25 тысяч квадратных метров будут работать свыше 1000 человек. Новое медучреждение уже укомплектовано медицинскими кадрами. Якутский онкоцентр станет одним из крупнейших на территории Дальнего Востока. Якутяне смогут получать высокотехнологичную медпомощь практически по всем направлениям. На реализацию мастер-планов городов Якутска и Нерюнгри будет направлено свыше 560 миллиардов рублей. Половина из этой суммы будет вложена из федерального бюджета. Айсен Николаев выразил уверенность в том, что все планы, начиная от глобального проекта строительства Ленского моста, проведения масштабных работ по переселению граждан из аварийного жилья и заканчивая строительством социальных объектов, в том числе спортивных залов, больниц и домов культуры, будут полностью выполнены. Часть объектов мастер-плана будут сданы в эксплуатацию уже в этом году к международным спортивным играм «Дети Азии». До 30 года в Якутске планируется полностью завершить расселение аварийных домов, предоставив их жителям новые квартиры. 53 новых автобуса получат районы Якутии. В настоящее время «Газели» прибыли в Якутск. Остальные будут поставлены в столицу республики уже в феврале, после чего отправятся в районы. Кроме того, 50 автобусов республика закупила и для Якутска. Перевозчиками были выделены субсидии из регионального бюджета в размере 150 миллионов рублей в рамках льготного лизинга. В частности, 25 единиц большого класса предназначены МУП «Епак», остальные 25 единиц среднего класса частным перевозчикам, входящим в Союз авто. Московские художники подвели итоги года. Они представили свои картины, на которые больше всего их вдохновил прошедший год. Всего выставка собрала около 50 работ, и 3 из них якутской художницы Натальи Тутубитамби. Она представила картину с ленскими столбами, натюрморт на пасхальную тему и пейзаж с уютным московским двориком. Сама художница признается, что видит красоту во всем, вдохновение черпает из всего, что рядом. При этом Наталья не считает себя профессиональным художником, скорее самоучкой-любителем. Но ее работы и признания коллег говорят об обратном. Выставка проходит в Московском доме самодеятельного творчества, и посетить ее можно до конца этой недели. Я начала рисовать, когда вышла на пенсию в 2014 году. Первый раз кисть брала я там. И мне очень понравилось запах краски, кисть. Планов у нас дальше рисовать Москву.
старые переулки, Замоскворечье, которые я люблю. Она не так давно занимается, но, видимо, талант свою дорогу пробил. И ее работы стоят на одной линии с профессиональными художниками. Она очень интенсивно работает, у нее много работ, она вот просто молодец, она вот, наверное, работает на износ просто. Она к каждой выставке готовит новые работы. В Сахатеатре выпускники 6-й Щепкинской студии приступили к репетициям спектакля «В защиту прекрасного». Это постановка о трагической судьбе второго набора якутской студии в Ленинградский театральный институт в 1940 году. Совсем молодые парни и девушки, окрыленные большой мечтой стать артистами и служить Сахатеатру, отправляются в Ленинград. Но творческую судьбу студентов якутской студии прерывает Великая Отечественная война. Из всего курса заветную мечту стать артистом Сахатеатра удалось осуществить лишь одной из всей ленинградской студии – заслуженной артистки ЯССР Анастасии Ларионовой. Режиссером спектакля является Руслан Тараховский. Премьера состоится 26 января. Впервые это произведение Ивана Гоголева было поставлено Федотом Потаповым в 1983 году, а потом второй раз это была моей дипломной работой в 2005 году. Там, когда мы закончили Щепкинское, играли этот спектакль. А потом мы обновили и по книге Исаия Попова, который учился в этой студии, и ихнего педагога Евгении Лепковской, и по произведению Ивана Гоголева мы объединили и сделали более другой спектакль. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а после долгих выходных у нас началась учеба и работа. И сейчас принято считать, что крещенские морозы – это самое холодное время. И в этот период возрастают простудные заболевания. К тому же обостряются хронические. Как защитить свое здоровье в это время, нам расскажет наш гость. Это врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, отличник здравоохранения республики Саргалана Титова. Саргалана, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну вот с 15 по 21 января, то есть эту неделю, по плану Министерства здравоохранения вообще России, по всей России проходит неделя профилактики неинфекционных заболеваний. И вот в связи с этим хотели бы задать пару вопросов. Естественно, какие заболевания вообще, в принципе, подразделяются? Да? Вот, инфекционные и неинфекционные. Что такое неинфекционные? Неинфекционные заболевания, к ним относятся злокачественные новообразования, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Те заболевания, которые могут вызывать преждевременную смертность. Да. К сожалению, в нашей России более 70% всей структуры смертности приходится на эти заболевания. На эти заболевания, и из них более 40% это преждевременные. То есть хронические неинфекционные заболевания можно как-то урегулировать, да, если человек за собой ухаживает, да, следит и занимается профилактикой хронических неинфекционных заболеваний, можно эти ситуации как-то изменить в лучшую сторону. Ну, вы перечислили болезни, да, и сказали, что они, в принципе, могут быть причиной преждевременной смертности, но есть еще, инвалидность бывает, заболевания, которые могут привести к инвалидности. Это все те же заболевания или еще какие-то? Нет, это те же заболевания. Форма, да? Да, форма. Вот заболевание сердечно-сосудистой системы вызывает, например, инсульты, да, инфаркты миокарда. И человек может не умереть, но остаться инвалидом. Ну а следующий вопрос, конечно, может быть и примитивный, да, как предотвратить подобные заболевания. Но я думаю, может быть, все-таки для тех, кто не знает, да, конечно, следить за своим здоровьем уже было сказано, да, проходить, наверное, диспансеризацию, да. Ну а может быть еще есть какие-то методы? Но как бы ни звучало это банально, все-таки профилактика хронических неинфекционных заболеваний – это ведение здорового образа жизни, принцип правильного питания, профилактика стрессов, физическая активность, еще раз повторяем, физическая активность для населения и отказ от вредных привычек и, конечно же, обязательно прохождение ежегодно профилактических мероприятий. Вот говоря про профилактические мероприятия, в их числе это, по идее, диспансеризация. В том числе, говоря про диспансеризацию уже, какие болезни в рамках диспансеризации чаще всего выявляются у нас в республике?
Вот, по предварительным данным за 2023 год у нас профилактические мероприятия в республике прошли порядка 270 тысяч человек. И из них более 40% это выявлено заболевание сердечно-сосудистой системы, более 16% это заболевание пищеварительной системы и более 12% это заболевание органов дыхания, а также сахарный диабет практически тоже 10%, и 0,5% это злокачественное новообразование. Ну и я бы хотела призвать жителей нашей республики. Это те заболевания, которые выявлены, но мы бы, медицинские работники, хотели еще больше выявлять, особенно вот онкологические заболевания, да, очень грозные. Поэтому призываю всех обязательно ежегодно проходить профилактические мероприятия. Ну, а если говорить, все-таки возвращаясь к теме диспансеризации, да, ежегодно у нас какие-то нововведения вводятся, да? А в этом году что-то нового появилось? В этом году правительство России утвердило государственные гарантии оказания медицинской помощи бесплатно населению Российской Федерации на 24 и на 26 года. И там было указано нововведение в части диспансеризации. Это очень хорошее нововведение. В первую очередь это касается углубленной диспансеризации для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Если раньше это было, можно было проходить после 2 месяцев, как он выздоровел, сейчас это время увеличено, и он может быть в течение года может проходить углубленную диспансеризацию после того, как выздоровел. И самое лучшее, я как считаю, да, новая диспансеризация у нас появится. Это диспансеризация репродуктивная диспансеризация. Будем проверять репродуктивную функцию фертильного возраста, как женщин, так и мужчин. Там будут лабораторные, дополнительные, инструментальные исследования. Это очень хорошо для тех, кто планирует иметь детей. Ну, вот говоря про диспансеризацию, она также проходит же там по возрастным категориям, где отслеживать, грубо говоря, вот сейчас 24-й год, для каких годов рождения диспансеризация нынче как бы необходимо проходить. Диспансеризацию проходит с 18 лет до 39 лет каждые 3 года, начиная с 18 лет, и старше 40 лет это ежегодно. Те, кто не попал в эти года, они все равно проходят профилактический медицинский осмотр. Но если проходить каждые 3 года, ты уже не пропустишь такие серьезные заболевания. Сарглана, а вопрос такой, если вдруг пропустила свой год, но зачастую бывает такое, да, вот, допустим, в прошлом году моего года рождения прошли диспансеризацию, а я вот как-то, да, забыла. И в этом году уже не отмотать, еще 3 года ждать? Или все-таки можно как-то... Не 3 года, это получается, вы в прошлом году должны были пройти диспансеризацию, да. А в этом году и следующем вы будете проходить профилактический медицинский осмотр, и на 3-й год вы уже проходите полную диспансеризацию. То есть, а если диспансеризацию пропустила, значит, жди следующую, правильно? Да. Все. Но профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Да. Вот, ну и проводятся они на базе, я так понимаю, поликлиник. На базе всех поликлиник, которыми человек прикреплен. Еще вот забыла сказать, да, новое новшество к концу прошлого года было по поводу диспансеризации. Если раньше диспансеризацию проходили только по месту прикрепления, в этом году мы будем проводить диспансеризацию на местах, на рабочих местах. Можно будет проходить, и поликлиники будут по заявительному характеру. Это я обращаюсь к руководителям организации.
могут проходить на местах, рабочих местах. Трудовые коллективы, учебные заведения, да, поликлиники будут создавать мобильные медицинские бригады и выезжать прямо на рабочие места, учебные. Да, это очень удобно, но сами знаем, не каждый человек может с работы уйти, да. И откладывает все вот так на полочку. Долгий ящик, потом там до отпуска, потом до следующего отпуска, а вот уже много тебе лет, ты так ни разу не сходил на диспансеризацию. Не надо так делать. Лучше ходить и следить. Ну и завершая нашу беседу, ваши пожелания нашим телезрителям в части и сохранения, наверное, слежки за своим здоровьем. Ну, я единственное хочу пожелать всем нашим жителям Республики Саха-Якутия. Хочу пожелать, чтобы все относились к здоровому образу жизни как к норме жизни. Золотые слова. Я думаю, если вдруг для себя вы отложите это хотя бы ненадолго в память, да, к себе сюда куда-нибудь, да, я думаю, тогда у нас все-таки здоровых людей будет больше. Ну, тем более возможности для этого, мне кажется, сегодня опять же огромные. Созданы, да. Мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Спасибо вам большое. Ну а мы, дорогие друзья, на этой ноте говорим вам до новых встреч уже завтра в 7:00. Мы будем рады встретить вас на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Да, и, конечно же, завтрашний день вместе с вами мы встретим, запустим, и уже наступят почти выходные, так что немножечко осталось, потерпим, подождем и порадуемся завтрашней пятнице. Ну а пока желаем вам хорошего дня сегодня, с улыбкой его провести и все свои дела, которые вы запланировали, обязательно выполнить. Доброго вам утра!